занятия по химии, формирование функциональной грамотности. Новыми средствами. Когда-то давным-давно формирование таких вот мы подошли к следующему уровню. И появился такой вот новый термин, как лет, десятилетий. Мир очень считали, определили, что примерно где-то моделируем. А вот еще такой вот которые он получит, они уже устарели. Ситуация еще есть такой вот термин, что школьник который плавает в какой-то определенной экологической нише. Вот он привыкает выполнять по ходу обучения какие-то репродуктивные задания и считает, что когда он выйдет за порог школы, то ему тоже будут давать какие-то репродуктивные задания, что допущенную ошибку можно исправить, а можно я перепишу, а можно я пересдам. А как это будет уже за пределами школы? Насколько часто можно будет исправлять свои ошибки? Каковы будут последствия? То вот над этим порой ребенок задумывается очень слабо. Перейдем к проблеме функциональной грамотности.
Сейчас, наверное, все уже учителя всех предметов слышали об этой поставленной государством задаче для того, чтобы чтобы средствами всех образовательных организаций уровень функциональной грамотности повысился. То есть повысилась готовность ученика решать какие-то новые задачи в новых условиях, используя приобретенные уже знания и умения. И очень важным показателем качества образования является участие педагогов, участие школ Российской Федерации в различных международных исследованиях. И самое вот важное исследование – это исследование по международной программе ПИЗа, в которой, согласно заданиям которых, определяется уровень сформированности функциональной грамотности. Это я уже сказала. Так, вообще функциональная грамотность многокомпонентна, но мы с вами рассматриваем в основном пока еще только читательскую грамотность, математическую грамотность, естественно, научную грамотность. Есть еще финансовая грамотность, и формированием финансовой грамотности занимается другой предмет уже, развивается креативное мышление на основе всех этих свойств, так, и развиваются глобальные компетенции, или 4К компетенции еще говорят. Рассмотрим, каков рейтинг Республики Коми и вообще Российской Федерации в рейтинге ПИЗа. В рейтинге принимали участие 75 государств, и Россия где-то занимает, входит в первую треть государств, которые более или менее успешны. Республика Коми, как мы видим, тоже занимает, можно сказать, достойное место. Но это в общей сложности, так, суммарно, если мы будем рассматривать читательскую, математическую, естественно, научную грамотность. Но вот другая картинка, она нам показывает, насколько успешны учащиеся Республики Коми в выполнении разных заданий. Вот давайте разберемся вместе по столбцам. Так, значит, ученики 7-8 классов, они показаны зеленым цветом в трех видах функциональной грамотности. Далее идут ученики 9 класса и выпускники средней школы, 10-11 класс. И оранжевым цветом показано качество выполнения заданий учащимися в средних профессиональных организациях. Ну вот здесь что можно сказать? Что мы четко видим, что учащиеся выпускных классов 10-11, да, они достаточно успешно выполняют задания, а вот ученики 9 класса и ученики СПО, они примерно стоят на одинаковом уровне. Ну, чем объяснить, что выпускники 10-11 класса показывают высокий более результат? Ну, потому что они готовятся к выпускным экзаменам, и, соответственно, их уровень знаний и умений, конечно же, выше. Далее, на основе проведенного исследования выделяются уровни сформированности функциональной грамотности. И, как водится, что средним уровнем функциональной грамотности обладают наибольшее количество обучающихся, то есть это те дети, которые могут выполнять различные задания вариативной сложности и могут более или менее успешно выполнять задания высокого уровня сложности. Если мы возьмем красный цвет, задания, количество обучающихся, выполняющих задания на первом и втором уровнях. Ну, то есть второй уровень – это уровень, который показывает, что ребенок может выполнять репродуктивные задания, и из предложенных каких-то заданий может выбрать соответствующий правильный ответ. И количество учащихся, которые выполняют задания высокого уровня сложности, их не очень много. И вот обратим, пожалуйста, внимание на то, что процент овладения учащимися 5-6 уровнем в области естественно-научной грамотности очень низкий. Если в области математической грамотности посмотрим, Республика Коми пока дает
9,7%, так, то по естественно-научной грамотности этот процент снижается до 1,4. Это вот очень низкий показатель вообще не только по Республике Коми, но в целом, к сожалению, и по Российской Федерации. И вот на основе таких вот данных, на основе таких полученных объективных данных, вот была поставлена задача перед отечественной школой так модернизировать образовательный процесс, чтобы процент выполнения более сложных заданий, он, конечно же, повысился. И мы в этой степени, с этой целью уже провели, то есть Институт развития образования провел уже несколько вебинаров на заданную тему, как повысить функциональную грамотность. То есть мы, например, 23 сентября у нас был проведен такой интегрированный межпредметный вебинар, где сразу же выступали учителя и химии, и географии, физики, биологии, ОБЖ. Так, и мы привели примеры заданий, которые направлены на формирование функциональной грамотности. Так, ну, этот вот слайд вот еще раз показывает нам, что, к сожалению, в Российской Федерации снижается качество грамотности. Вот математической, посмотрите, в 2015 году занимали 23 место, в 2020 году занимаем 36 место среди 70 стран. По естественно-научной грамотности мы тоже спустились ниже на 4 позиции. Так. Но для того, что, учитывая то, что функциональная грамотность многокомпонентна, конечно же, этой идеей должны быть пронизаны не только уроки, да, но и внеурочная деятельность. А совместно же координацию урочной и внеурочной деятельности осуществляет администрация образовательной организации. В чем, то есть задания на применение, задания на формирование функциональной грамотности, они могут быть самыми различными, но их отличает от репродуктивных заданий то, что дети должны здесь высказывать какую-то свою точку зрения, выдвигать гипотезы и объяснять. Задания по функциональной грамотности подразумевают и использование различных графических средств. Так, про примеры заданий нам расскажет Юрий Васильевич. Так. Так. И вот современная, значит, для того, чтобы сформировать функциональную грамотность, нам необходимы не только специфические, особые такие ситуации, которые созданы на уроке, и задания, которые будут выполнять дети, но большое значение здесь имеет современное оборудование. Так. И новые задачи, новые цели, которые должен поставить перед собой педагог. Ну, вот когда сейчас очень много пишется новых статей, посвященных функциональной грамотности, и, например, вот меня заинтересовала такая вот новая технология, как вытягивающая модель, которая может быть положена в основу занятий. Но я считаю, что такая модель больше будет соответствовать внеурочной деятельности, потому что вытягивающая модель занятий предусматривает то, что система занятий опираются не на понятийный какой-то аппарат, не на систему развития понятий, а на систему развития умений, на которые направлена деятельность учащихся. Ну, проектная деятельность, она сейчас тоже у нас будет изменяться в связи с тем, что поступает новое цифровое оборудование. Так, и вот таким вот образом у учащихся будет формироваться новая система, новая модель, которую мы сейчас называем модель 4К компетенций, так называемые мягкие компетенции. Тоже очень много новых терминов, и порой они так как-то переплетаются, дополняют друг друга. То есть это что такое, значит, как мы должны понимать мягкие компетенции? То есть это компетенции, которые развиваются из класса в класс, так развиваются у каждого ученика согласно его каким-то индивидуальным
особенностям. И таким вот образом, подводя итог вот своему такому вот вступлению, вот можно сказать, что вот вовлечение школьников в коммуникативную деятельность, в читательскую, постановка новых каких-то читательских задач, математическая грамотность, креативное мышление должны будут обеспечить у ученика какой-то определенный успех, его движение, сделать таким, чтобы вот он, этот ученик, он стал у нас таким вот успешным, уверенным в себе, и жесткие компетенции, они потом у нас переросли в гибкие, мягкие компетенции. То есть если у нас был дефис раньше, когда я училась, какой? Образование на всю жизнь. Вот ты получил какое-то образование, да, и оно тебя сопровождает всю твою жизнь в одной какой-то профессии. То сейчас задача стоит совершенно другая, чтобы ребенок вот из той экологической рыбы, которая привыкла плавать только в какой-то определенной экологической нише, да, вот благодаря таким вот компетенциям, как креативность, коммуникация, так вот не выучил их до сих пор, вот, чтобы он стал такой вот экологической рыбой, которая стала бы проходная. То есть она бы плавала из пресного водоема в морской водоем и обратно. Такие вот этого сейчас ждут, таких вот детей, таких вот выпускников ждут сейчас в современном нашем мире, который такой, требует жесткой конкуренции. Мы должны подготовить такого вот выпускника, который бы справлялся с новыми жизненными задачами. Но это в основном теория. А про практический опыт, как идет, как можно формировать функциональную грамотность в отдельно взятой организации на примере в новых совершенно образовательных условиях, в новой образовательной среде, рассказывает нам Юрий Васильевич Шорохов. Пожалуйста, Юрий Васильевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Шорохов Юрий Васильевич, я учитель биологии и химии гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Работаю в гимназии недолго, только вот 2 месяца, поэтому я вам свой небольшой опыт и расскажу. Значит, функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретенные в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Перед тем, как во время подготовки к данному мероприятию нами было в школе проведено тестирование детей, входное тестирование 8-классников по функциональной грамотности. Однако по техническим причинам результаты я представить не могу, но первое впечатление, которое я увидел, что я увидел сам лично, это было то, что небольшой процент детей вообще готовы применять знания в реальных практических жизненных ситуациях. То есть в практических ситуациях даже отличники, даже дети, которые очень хорошо ориентируются в теоретическом материале, очень с огромным трудом могли свои знания применить. Тем более, когда нужно было определить ответы, самим продумать план решения, самим определить, как и что сделать, что лучше, что хуже, опираясь на знания. Мы проводили тестирование по функциональной грамотности по естественно-научным дисциплинам, это физика, химия и биология, но результат оставляет желать лучшего, над чем мы сейчас активно и будем работать, и в конце года мы выясним, насколько у нас за этот год повысилась общая функциональная грамотность у 8-классников у наших. Значит, функциональная грамотность включает в себя математическую, финансовую, естественно-научную и читательскую. Конечно же, на уроках биологии у учащихся в наибольшей степени происходит формирование естественно-научной, а также читательской грамотности. К сожалению, даже учебник прочитать на сегодняшний день нашим ученикам довольно-таки тяжело. Осознанно, осмысленно прочитать и понять, что от вас хотят и как это можно использовать в жизни, конечно же, так просто не сформируешь.
Поэтому, естественно, научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, его готовность интересоваться естественно-научными идеями, что, конечно же, невозможно без хорошего фундамента знаний, которые они приобретают за время обучения в школе. При проведении уроков в соответствии с ФГОС учитель должен использовать задания на развитие не только предметных знаний, но и метапредметные, конечно же. В связи с этим основной задачей учителя остается инициировать образовательный запрос учащихся. При этом наиболее удачными педагогическими средствами при формировании функциональной грамотности являются учебные задания и учебные ситуации, которые должны быть выстроены так, чтобы каждая следующая тема показывала ученикам границы применяемости предыдущих знаний, заставляла обучающихся искать новые ходы, новые способы для движения в предметном материале. Каждое новое занятие должно вооружать ребенка новыми способами действия. Виды работ на уроке также должны постоянно меняться. Конечно же, при формировании функциональной грамотности на уроке необходимо уметь правильно объяснять и описывать явления, использовать и строить модели явлений и процессов. При этом уметь прогнозировать изменения, формулировать выводов на основе имеющихся данных, анализ данных и оценка их достоверности, выдвижение гипотез, формулирование целей, построение плана исследования. А также самое важное, что должно быть на уроке, это документальное подтверждение всего сказанного учителем. И особенности заданий по функциональной грамотности. Первое, что перед нами стоит, это задача, поставленная в непредметной области, должна решаться с помощью предметных заданий. И при тестировании мы это ярко увидели. Обладая знаниями, дети обладали знаниями, яркий пример, о витаминах, зная, что такое витамин С, понимая, зачем он нужен и зная, в каких продуктах он содержится, дети не смогли объяснить, как появляется данный авитаминоз на конкретной задаче, в которой, имея ряд данных, нужно было это определить. Они просто не смогли. Дальше. В каждом из заданий описывается жизненная ситуация, как правило, близко, понятно учащемуся. Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни. Также ситуации требуют осознанного выбора модели поведения. Вопросы должны быть изложены простым языком и, как правило, немногословные. Ну, понятно, да, большие задачи, в принципе, их понять трудно, тем более нашим детям. Многим, требует перевода с обыденного языка на язык предметной области. А также во время иллюстрации необходимо методы сопровождать очень часто, что я и делаю, конечно же, на своих уроках. Это методы микроскопирования и инструментальные методы подтверждения всего того, что было сказано, и возможность использования в повседневной жизни. Значит, в нашей школе, в нашей гимназии начал функционировать школьный кванториум. Чем он отличается от других кванториумов, то это тем, что школьный кванториум имеет важное значение в использовании во время урочной и внеурочной деятельности именно учеников, которые всех учеников, да, то есть на каждом, на любом уроке, на каждом занятии и при подготовке к олимпиадам, при подготовке к проектам. То есть школьный кванториум у нас, вот, смотрите, представлен большим количеством оборудования. Во-первых, у нас большое количество оборудования, которое мы активно используем во внеурочной деятельности. Да, у нас занятия после уроков, и дети у нас могут выбирать большое количество направлений для занятий. Это, во-первых, у нас вот, ну, я только про свою лабораторию расскажу, в которой я активно работаю. Это у нас лаборатория биологии и экологии. У нас большое оборудование поступило по физиологии. То есть мы на уроках и во внеурочной деятельности, вот сейчас в первую очередь, можем использовать большое количество датчиков, которые позволяют измерять температуру, давление артериальное, пульс. Да, также входит в комплект спирометры,
и целый ряд другого оборудования. Дети, во-первых, учатся использовать данное оборудование на занятиях. Мы выполняем с ними проектные работы с помощью этого оборудования. Дальше следующее, это у нас оборудование по общей биологии. По общей биологии имеется большой комплект документации, да, как проводить, какие лабораторные работы можно использовать с этого оборудования. Яркий пример – это у нас фотосинтез и дыхание растений. Мне очень нравится это оборудование, которое позволяет это продемонстрировать наглядно. Да? То есть очень трудно бывает объяснить и доказать детям, как происходит вообще в принципе фотосинтез. Но с фотосинтезом ладно, мы выучили, определение мы знаем, но объяснить ребенку, что параллельно с фотосинтезом растение у нас дышит, да, это даже некоторым кажется странным. Объяснить и показать, доказать, что даже семена дышат. При прорастании особенно это ярко и хорошо заметно, но с помощью этого оборудования мы можем определять уровень углекислого газа в атмосферном воздухе. То есть проводится эксперимент с растением, которое мы накрываем пакетом, и либо его освещаем, и видим, что у нас концентрация кислорода значительно увеличивается за определенное время. Все это в рамках урока проводится. Либо мы накрываем его черным пакетом, да, и видим, как концентрация кислорода, наоборот, падает. Это очень удивительные и очень интересные эксперименты, которые довольно-таки детей впечатляют. Также у нас большая лаборатория по экологии. По экологии у нас оборудовано, можно измерять любые параметры окружающей среды, любые микроклиматические параметры. Мы можем изучать почву, воздух, воду, то есть все реактивы представлены, что мы активно потихоньку начинаем внедрять и потихоньку делать. Ну, у меня, по крайней мере, до этих занятий еще, до этих лабораторных работ время не дошло, но я активно буду это использовать, потому что не использовать это оборудование, конечно, было бы даже странновато. Да, то есть вот у нас все цифровые лаборатории, они полностью рабочие, да, и каждое рабочее место также у нас оснащено компьютерной техникой, да. Каждый микроскоп у нас подключается к компьютеру, к ноутбуку, у каждого ребенка есть возможность непосредственно смотреть в микроскоп или делать задания, глядя в экран, на монитор. Здесь вот мы с девочками рассматриваем кровь человека и кровь лягушки. Прошу прощения за такие не очень хорошие фотографии, качественные, но это все делается, было бы время и желание, и возможности. И вот я привожу план работы школьного кванториума. Да? У нас рассчитан он на 2 часа в неделю. Я занимаюсь с ребятами 8-9 класса. Также подключаю профильные классы 10-11 раз в неделю по 2 часа. То есть мы рассматриваем все, начиная от клетки подробно, методы изучения клетки, ткани, и переходим на организменный уровень. То есть мы смотрим простейших. Очень нравится детям эта лабораторная работа, смотреть на инфузорию, на эвглену зеленую, то есть это все замечательно, хорошо демонстрируется. Также мы обращаем большое время занятиям по физиологии человека. Да? То есть мы рассматриваем на конкретных задачах строение организма человека сначала на микроуровне, да, то же самое, те же ткани и органы, и затем мы связываем с функциями нашего организма уже на макроуровне, и, соответственно, пытаемся связать, какие могут быть проблемы у человека при нарушении того или иного структурного компонента организма человека. К чему это может привести, и решаем уже конкретные
жизненные, житейские даже иногда задачи. Почему так, а не иначе, те же самые витамины, на что они могут подействовать, на какую ткань они могут подействовать, какие волокна при этом разрушаются, да, и как этого можно избежать. То есть занятия довольно-таки проходят живенько, интересненько. Иногда мы довольно-таки долго задерживаемся. Иногда девочки не успевают доделать рисунки или еще что-то. Поэтому, но все пока удачно складывается. Буду надеяться, что дальше оно также будет удачно складываться. На уроках, значит, у нас есть отдельный кабинет, где у нас находится кванториум. И отдельный кабинет у нас биологии. В кабинете биологии, вот здесь вот я представил, отдельно у меня с одной стороны сидят дети, да, то есть парты находятся для детей, и отдельно у нас находятся, у меня оборудованы, поставлены микроскопы. Вот сейчас ноутбуков нет, я вот не сфотографировал, а так на каждого ребенка есть свой ноутбук, и также от микроскопа мы можем выводить изображение на экран. И вместе, хором, дружно мы можем сравнивать картинку на слайдах или в рабочей тетради картинку, которую мы видим на экране компьютера или ноутбука. Значит, вот у нас занятия, да, то есть вот у нас ноутбуки, вот у нас микроскопы, микроскопов много разных моделей, ряд микроскопов мы можем использовать на батарейках. То есть мы их можем выносить, пожалуйста, в природу, соответственно, и рассматривать уже какие-то организмы прямо на улице, возле школы, что я планирую сделать уже, ну, не сейчас, конечно, не зимой, но после Нового года, в 3-й или 4-й четверти, мы, конечно же, с детьми будем, не со всеми, с профильными классами и с детьми, которые с кванториумом, да, конечно, мы это будем делать. Значит, ну вот у нас проходят занятия, да, то есть часть детей у нас работает в рабочих тетрадях. И, конечно же, во время выполнения заданий мы обсуждаем вопросы, зачем нам все это нужно. Очень часто дети у меня поначалу спрашивали, зачем нам учить растительную клетку или зачем нам какую-то учить инфузорию или амебу, но после того, как мы взяли каплю, ну, я, конечно, им говорю, что из лужи, но на самом деле я, конечно, к этому готовился, по крайней мере, глядя на эту каплю, в которой они ничего не видели, и тут под микроскопом они увидели целый мир, и мы начали обсуждать, зачем все-таки нам мыть руки, и что такое гигиена и санитария, все вопросы, зачем мы это проходим и какое это жизненное значение имеет, отпали сами собой. Значит, лабораторные работы я стараюсь проводить на всех уроках практически. Можно дальше? Да, то есть у меня вот 6, 7, 8 классы и 10, 11. С 6 классами на ботанике каждый урок, вот на сегодняшний день мы смотрим растительную клетку, мы уже посмотрели ткани растений, посмотрели, сейчас мы перешли к органам, смотрим мы, дети уже могут определять какие-то части растения, и это им все очень нравится. 7 класс на сегодняшний день мы активно, да, у меня было 3 занятия, на которых мы прошли простейших, и когда мы говорили про значение простейших в жизни человека, какие заболевания не передаются, это оказало неизгладимое просто впечатление на 7-классников. Дальше, 8 класс, конечно же, все уроки я сопровождаю лабораторными работами, коротенькими, маленькими, на 5 минут. Да, если мы вот прошли мышцы, мышечные ткани, мы все посмотрели. Мы прошли кости, мы прошли костную ткань, конечно же, под микроскопом мы все увидели, что костная ткань это живое, строение, состав, и сразу же мы обсудили, каким образом организм человека может улучшить свою костную ткань, какой образ жизни может привести к тому, что костная ткань станет, образно говоря, разрушаться. Все, что угодно мы обсуждаем касаемо жизни человека.
Дальше вот мы мышечную ткань, и вот у нас была кровь. Кровь мы посмотрели и эритроциты лягушки, мы посмотрели лейкоциты, мы увидели множество различных составляющих уже организма человека со восьмиклассниками. И на этом мы не остановимся. 10-11 класс, конечно же, профильный. 10-11 классом у нас все основательно. Мы сейчас проходим клетку, физиологию клетки. Дети учатся работать уже более качественно, осознанно, осмысленно и получать такие результаты, которые все-таки приводят действительно к формированию естественной научной грамотности. Я думаю, у нас все получится, и мы к весне, когда будем уже проводить не входное тестирование, а посмотрим на результаты, будем надеяться, да я уверен, что результаты будут намного-намного лучше. Но у меня все. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы. Хорошо. Спасибо, Юрий Васильевич. Вот ответьте на такой вопрос. Вот вы по каким критериям оценивали итоги тестирования? Итоги тестирования, да, мы провели его на московском сайте. Вот нужно было мне записать название, где мы проводили, да. И из-за технических причин результаты я не представлю. Но я присутствовал на тестировании, я видел, какие вопросы, и я со стороны видел вот тестовые вопросы. Не у всех, далеко не у всех получались. То есть это была программа, представленная каким-то институтом, федеральным институтом. Да. И вы, конечно, сделали смелый шаг, что вот прошли такое вот тестирование с учащимися. Это хороший очень такой вот опыт. Ну, детям очень понравилось. Там очень интересные задания, и они видели, что они знают, но применить почему-то они вот не могли. Да, то есть там задания очень интересные были, да. Хорошо, спасибо. Вот у нас поступили вопросы от Татьяны Тороповой, как можно приобрести такое оборудование. Но данное оборудование поступает по федеральной программе, или современная школа, или по федеральной программе цифровая школа. Так, а в целом эти программы являются составляющими национального проекта образования. И если, вот, может быть, ваша школа стоит в очереди на приобретение статуса образовательной организации с точкой роста, и такое оборудование может поступить как составляющая часть естественно-научного профиля по точке роста. Или же это вот будет какая-либо программа по кванториуму. Так, и, пожалуйста, это... С заболеванием по ковиду у каждого ребенка, да, есть свой микроскоп. На уроке мы посмотрели, это буквально пара-тройка минут. Если будет более сложные какие-то мероприятия, ну там у профильных классов, мы все обрабатываем. Да, у нас есть салфетки специально дезинфицирующие, и окуляр мы обработали и поставили на место, и накрыты они у нас специальными вот чехлами, да, которые в комплекте также уже шли, а те, у кого не было в комплекте, у нас есть целлофановые пакеты специальные. Спасибо, Юрий Васильевич. Ну и, конечно же, вот здесь вот Юрий Васильевич нам очень хорошо сказал, что всегда задается вопрос, а зачем нам это надо? То есть при планировании урока всегда теперь учитель должен еще ставить такую вот задачу и перед собой, и перед учащимися, а зачем мы ту или иную тему изучаем, какое значение полученные знания, приобретенные умения будут иметь в конкретной какой-то практической жизненной ситуации. И нужно сказать, что вот биология, как никакой другой предмет, очень тесно связан с формированием так называемых предпрофессиональных компетенций. То есть сейчас, когда уже учащиеся у нас будут поступать в какие-либо профессиональные организации, учреждения, особенно вот по биологическим профилям, да, медицинский профиль, сельскохозяйственный профиль, ветеринарный профиль, ну и так далее, да, то вот это вот умение работать с микроскопом, умение видеть микропрепарат, умение читать микропрепарат, фиксировать, конечно же, это будет иметь очень большое значение в качестве успешности, как условие успешности уже будущего студента, который будет приобретать профессиональные навыки.
Так, ну, конечно же, эта тема для нас очень актуальна, и перестройка образовательного процесса, наших уроков, неурочной деятельности – это не просто какой-то эпизодический такой вот шаг, какая-то очередная кампания, некоторые так говорят, ну, это вот типа сейчас вот сделаем, и потом пройдет, и можно опять чем-то другим заниматься. Но это вот это такая вот задача стоит перед школой на целую перспективу. И сейчас в каждых РМО, на заседаниях РМО, все у нас наши предметные семинары методические, они посвящены проблеме вот формирования функциональной грамотности, потому что это государственный заказ школе. И если мы все дружно, педагоги, будем работать так вот вместе, да, так вот дружной командой, то, конечно же, это принесет свои результаты, и рейтинг Российской Федерации, Республики Коми в общем рейтинге существенно повысится. Ну что же, на этом спасибо за внимание. Если какие вопросы у вас возникают, то вы можете писать на мой электронный адрес, он в информационном письме указан. Так? И, пожалуйста, теснее общайтесь с нашими республиканскими методическими объединениями, с кафедрами. Кафедра естественно-научного образования, на которой я работаю и возглавляю, такую ответственность на меня возложили. Но все мы будем стараться, чтобы у нас задуманное получилось. Спасибо за внимание. До свидания. Будьте здоровы.